Летний сезон – это не только прекрасное время для отдыха, но и для работы предпринимателей, которые имеют хорошую возможность увеличить свои доходы. Соответственно, должны увеличиться и поступления в бюджет. Для нашей курортной страны это самое активное время, если его продуктивно использовать. Министр по налогам и сборам Даур Курмазе подчеркнул, что пристального внимания требуют такие направления работы, как легализация наемного труда и обеспечение мер по выявлению незарегистрированных фирм и физических лиц, занимающихся незаконной деятельностью по обслуживанию туристов. Также, по его словам, особого внимания налоговиков в период курортного сезона требуют сферы торговли, общественного питания и услуг в местах массового отдыха. По словам Даура Курмазе, ведется максимальный учет налогоплательщиков. Перед сезоном проведена инвентаризация во всех курортных городах страны. Подготовка к курортному сезону налоговыми органами в этом году началась еще зимой. Был сформирован четкий перечень форм регулярной отчетности, которые должны были представлять нам отделы инспекции на местах центральный аппарат в управлении. Задача состояла в обеспечении максимального учета налогоплательщиков. На данный момент определенный результат достигнут. Вслед за этим последовали мероприятия инвентаризационного характера в сфере оказания услуг в гостиничном секторе. В малых средствах размещения проведены инвентаризации в Гудаузском и Гагарском районе. Представлены сведения об объектах города Сухум и Сухумского Гульрифского районов. Одной из проблем в налогообложении, с которыми сталкивается ведомство, Курмазе считает регистрацию объектов отдыха гостиничного типа как гостевых домов. Таким способом владельцы пытаются уйти от уплаты налогов. По словам министра, эту проблему они будут решать подворным инвентаризационным обходом. Даур Курмазе предупредил, что налоговые органы проведут определенную работу, чтобы вывести из тени неорганизованный сектор, осуществляющий предпринимательскую деятельность в туристической отрасли. Последующие мероприятия будут носить выездной характер на предмет наличия документов, подтверждающих постановку на учет тех или иных юридических и физических лиц. Такие мероприятия уже были проведены, первичный этап уже осуществлен, были проведены мероприятия по организациям, осуществляющим экскурсионное обслуживание туристов, и по лицам, оказывающим транспортные услуги. Были выявлены определенные нарушения, работа в этом направлении ведется, лица становятся на учет и собираются платить налоги. В прошлом году налоговые поступления пополнили государственную казну больше, чем на 2 миллиарда рублей. В этом, по прогнозам министерства, ожидается чуть меньше 3 миллиардов. Кроме того, по словам Курмазе, самыми крупными налогоплательщиками, образующими бюджет страны, являются сотовые компании, рыбперерабатывающие предприятия и другие объекты. При этом министр рассказал и о тех, кто по каким-то причинам не платит или не может платить налоги. Общая сумма задолженности составляет 437 миллионов рублей. Пока трудно строить прогнозы до окончания года. На данный момент мы пока оцениваем текущие показатели. На коллегии озвучивались прогнозируемые данные. За первые полгода у нас уже зафиксированы определенные потери. Выпадение из бюджета – это рыбоперерабатывающая отрасль. И за первые полгода, к сожалению, не было поступлений по предприятиям, осуществляющим деятельность по инвестпрограмме. Главный налоговик страны подчеркнул, что темпы роста поступлений в бюджеты всех уровней должны увеличиваться. Именно такую задачу ставит перед налоговиками правительство Абхазии. Сима Аргун, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.